Хакасский национальный театр имени Топанова приглашает на премьеру спектакля «Рожденный небом» 8-9 декабря в 17 часов. Справки по телефону 22 38 83. Aydık saat starının sanız паршазы, чарлык шаят. Владыка времени, хозяин гор, лесов, степей, друг человека. Можешь не отвечать. Я чувствую, что ожидаешь ты новое рождение на земле. Не вовремя пришла ты, древняя подружка, Чульнас, символ зла, порока и желаний. Как раз мой старый друг. Ведь ты же знаешь, что я никогда не пропущу момент с тобой силой потягаться. Слаб духом человек, его всегда порок влечет. А потому с тобою заключить хочу пари, что тот, кого ты ждешь рождения, битву жизни проиграет. В моей он будет власти. Поскольку душу человека я буду оберегать с рождения и до самого ухода в небытие, с тобою дел иметь я не желаю и попросил бы освободить пространство это. Фу, как-то пахнуть стало дурно. Какой же ты стал скучный, нудный, старый ты болван. Все равно он будет мой, его душа мой приз. Тебе я помогу и ускорю я его рождение. Великий мой господин на небе и земле, скажи мне, мой господин, есть ли смысл в этой битве? Ведь мы проиграли ее. Онмун инартых онгоры и алтары, чапаланы чазыда, чыржы диспинчи и бекхан, парба туза запучада, ачырдастада чаткалыры, көйген буру чазыда, айда харыш кустарда ура болбинчи. Köpçüller irtparer, Pstanadımızda kireklerimizde umdut salarlar. Çepstanada şiirimizde tengri ol, törir. Olpstan adımızda kireklerimizde uluğlap, kantigir zerplödüler. Horgısты tören kızı kul olur. Kantigir
тигр алтында көрем, чиндербес болар. Рожденный в страхе будет рабом. Рожденный под небом непобедим. Он родился. Я слышу его крик. Он родился! Богатырь! Богатырь! Настоящий Алла! А что за отметина такая пестрая? Да будет имя тебе Пора, сын Козыла. Убоин симен завползан, изыгын симен пиктурзан, харна старым ползан, кижелерым ползан, журтун сирнырскым ползан, шолын синем узах ползан. Что? Нравится лошадка? Ага. А кто ее нарисовал? Ох, не знаю, Пора. Должно быть наши предки. Это будет мой прямой кот. Ну, тогда его надо посвятить в языки. Ведь это не простой, а волшебный конь. Стоит вплести ему косичку, и исполнится любое желание. Не выключал полпулар? Полар! Чем не исчезнет табра, загадывай желание.
там тоже живет. А кто эта белая волчица? Не знаю, но я слышал, что от нее произошли все тюрки. И еще я слышал, что она всем помогает. Интересно, она нас сейчас видит? Кто? Белая волчица? Вот ей делать нечего смотреть на нас. А как же она нам поможет, если она нас не видит? А зачем тебе помогать? Ты что, тонешь в воде? Или тебя хочет скушать щель-биет? Смотри, падает цвета. Загадывай желание. Успел? А я его уже давно загадал. А что ты загадал? Хочу знать, кто на наших камнях нарисовал людей, лошадей, разные знаки. Ты мне это уже говорил. А заветное? Она то-то оно и заветное. И Ой, Кости мышки. Кости мышки. И кота. 2 коровьи. 3 быка. Кости лошади. И крысы от прекрасной клыки. Бедра, черепа замыкают новый круг. О, дела! Новая пища попалась мне в группу. İzin şilbegen tızışyok. Minimiz tüzerim sahpşazım mı? Кто это там говорит-то? Детишки? Кем нам ты конкретше? Балаларба! Да нет, не похоже. А кто же? А, наверное, это глупый удок. Или это рык кабана? А, может, лает собака. Или это слепая сова. О, это ты, Луна, и Зен! Хором тіл қалалдық едік. Олығы стұрбы. Хринді соғын. Сасан өтірі. Асин біледірсің ме? Ол кішік балалар өтіріге азырынсыша. Жүзін хорықпы. Минаны позым зар. Хапар зырғы. Я вижу, ты очень любопытный и смышленый парень. Но я не уверен, нужно ли это тебе. а чё вы? Дело, что ты задумал, благородное. Но станешь ли ты счастливее,
ты? Ведь ты собираешься продолжить учебу и поехать в другой город, получить знания, которых тебе не хватает. Вы что, читаете мои мысли? Ой, это нетрудно сделать. У тебя все на лице написано. Вот что я тебе скажу. Ты вступаешь на трудную и опасную дорогу. Я вижу твое будущее, и оно мне говорит, ты будешь изучать языки других народов, песни, обычаи, словом, то, что уже забывают, то, что само по себе умирает. Чондачок чал. Bürüler haydida kök olsa, олов сорвал парадно. В народе говорят, какими бы зелеными ни были листья, все равно пожелтеют. Да, но вместо них вырастут новые, не так ли? За знание, что ты получишь, придется чем-то пожертвовать. Не боишься? Нет, выпущенная стрела не возвращается, а улыбка, как перед страхом, не ломается. Хочешь, я расскажу тебе? Что? Тяжело? Привыкай. Груз знаний намного будет больше весить. Да так тебя никто не услышит. Даже летучие мыши может позвать ее. Ну, как знаешь. Так что ты хотел познать-то? Как устроено небо, кто придумал землю? Так вот, что я тебе скажу. Нельзя объять необъятное. Знание приумножает печаль. Блажен, кто не верует ни во что. Правда! Истинно верю. Да? И во что же ты веришь? Я верю в Будая, Христа и еще в знания. Молиться сразу 3 богам? Ну и силен же ты. Еще ни одному алку не удавалось сидеть на 2 скакунах. А этот, посмотри,
смотрите сразу на 3. Ну и врун же ты. Я никогда не вру! Это все слова. Знаю я вас, людишек. Вы всегда за ними прячете то, что думаете на самом деле. Оттого я не верю вам. Тронешь розу, она запахнет. Человека завоняет. Все твои мысли будут записаны в книгах. Они словно частичка твоей души. Береги их. Береги. Когда вверху возник свод неба голубой, а бурая земля раскинулась внизу, меж ними род людской был утвержден и жил. Тот род людской сперва хранил Бумын-Каган, а Истеми-Каган продолжил труд его. Они закон и власть, весь тюркский каганат крепили, берегли, держали высоко. Закон и власть. Мир с 4 углов врагами полон был. Тогда Бумын-Каган и Истеми-Каган пошли войной на всех, кто тюркам жить мешал, и покорили всех, и усмирили всех. Кто голову имел, заставили склонить, колени, кто имел, заставились согнуть. Заставили согнуть. А почему у них так было много врагов? Земля. Все беды из-за нее. Она никогда никому не давала покоя. И, похоже, так будет всегда. Земля? Но ведь ее так много! Неужели ее кому-то не хватает? Животные охотятся на своей территории, а человеку всегда мало своего. Ему нужно захватить чужое, потому как жадность его не знает границ. И на земле нет ни одного живого существа коварнее, хитрее, злее и глупее человека. Ведь только он может создавать величественные храмы и прекрасные памятники, и тут же все это с легкостью разрушить. Да, но ведь человек создан по образу и подобию Божьему. Все это в прошлом. Боги давно отвернулись от него. Но как можно жить без них? Жить без веры? Но ведь живут же. Я не верю. Я не верю. Я не хочу в
передумала еще? О чем? Чирщаянне, плергаса часма. По-прежнему хочешь познать мир? Хочу. Не боишься? А вдруг исполнятся все желания? Только страсть и желание помогут тебе. Остальное все суета и тлен. Я исполню все твои желания. Но что ты дашь взамен? У меня ничего нет. Есть. Только ты не знаешь об этом. Радай, если и знание. Уплывает, друг мой бог. Тили-тили-тили-бом. Бог покинул этот дом. Господи Иисусе на небеси, спаси и помилуй его, верни мне его поскорее. Белая волчица и хан наш небесный, помогите ему, дорогу к дому откройте ему. Хан Худы, Пюск, Тигр, Хан Тигр, Брайни Мессину Холмда, Арышина Бину Волгунда, Хабас Пермину Халама, Хан Худы, Пюск, Тигр, Хан Тигр, Сурчам, он с Мином Халама. Мама! Старый дурак, все не имется тебе, хочешь убить нас? Не получится, поскольку мы бессмертные. Все равно его душа уже в моей власти. Не бывать тому, чтобы страсть и желание победили разум и силу. Совсем с ума сошел на старости. Посмотри, я уже давно правлю миром. Сам же говорил, что нет на земле коварнее, хитрее и глупее существа, чем человек. Зачем он тебе? Не твое дело. Что я говорю? Может, я его испытывал? Испытывал?
сделан из камня. Ух ты, ты теперь, наверное, большим ученым стал и все узнал, что хотел. Да что ты, Шурочка, я еще так мало знаю. А я думала, ты не... А хочешь увидеть Санкт-Петербург своими глазами? А как? Ты уже заканчиваешь гимназию. Выходи за меня. Серьезно? Если бьют, милая, ко мне, нынче ты хозяйкой войдешь. Я подобен буду головне. Вынешь из огня или сожжешь. Если замуж ты меня возьмешь, милый, я не подведу тебя. Коль случится, в реку упадешь. Я как лошадь вывезу тебя. Если станешь ты моей женой, буду я тебя любить и охранять. Можешь, как с собакой со мной, обходиться, гнать или ласкать. Милый, если ты меня возьмешь, буду я опорой тебе. На гору высокую взойдешь. Я как посох послужу тебе. Күн алтында тұтқаның, күміснен тұтылсын. Ай алтында тұтқаның, алтыннан қызыңнасın. Alnında gidegimne, balalar kimsesiz. Kistinde gidegimne, malhus paslasın. Vurup şirden iyi İstanbul'a. Aslamak şokusta, azral kap dosturumlar. Ak süttük, enek silapça. Hacında ayranlık bolunar. Doğru değil sana bir şey. Toybaylarla şürürüz. Николенька, это и есть Санкт-Петербург? Да! Я счастлива! Ты счастлива! Я так счастлива! Ты счастлива! Я счастлива! Шура! Я так счастлива! Шурочка! Эй, служивый! Осторожней! Господин Катанов, я должен вас уведомить, что для вас в университете вакансий нет. Как нет? Ведь была! Обещали! Для вас в университете вакансий нет. Была-то всплыла. Эта вакансия занята. Ее занял племянник профессора Березина. Вакансий нет! Как это возможно? Как? Сказали, приезжай, а потом на тебе! Как это назвать? Вы скромный, все подмечает, Николай. Вы ведь Минусинский. Да. Сынок, ты, говорят, красиво поминалки пишешь. Напомни Дмитрия Шумова, запиши. Как вас зовут-то, бабушка? Вы на каникулы домой едете? Увы, к сожалению. Я время провожу в Гатчику у знакомых. Митроша, он миленький Митрофанов. Ну, да вы как-нибудь устроит, думаю. Нам бы материал газету, графического порядка исторического в вашем народе. Нам важна самобытность народа, его изюминка, неповторимость других народов. А мне имя и фамилия нужно, бабушка. Студент Санкт-Петербургской академии Николай Федорович Катанов, вы на
чугун. Прекраснейшая работа. Да, я непременно хочу сходить. Иван, ты бы меня мог здорово выручить, если бы дал взаймы 3 рубля на стипендию. Ты сходи, сходи. Ведь ваши азиатчины до сих пор не знают, что такое чугун. А как насчет выручить, сколько возможно? Деньги хороши по Адаму Смиту. Когда они растут, приносят прибыль. А нищим я не подаю. И это насчет вашего прошения на имя
связи с чем мы постановили на ваше прошение не отвечать, поскольку, как уже было выше сказано, ваша просьба, прошение была переквалифицирована в заявление, А в ответ на вашу просьбу прошение удовлетворить. Я так понял, вы не будете печатать мои материалы. вы очень сообразительный человек. Вы неправильно нас поняли. Я насчет вакансии. Какой еще вакансии? Да, вакансия это свободно, но в другом городе. Вы направляетесь в Казань. Друзья мои, наша память делает нас людьми. Ведь без прошлого не будет и будущего. Как бы я хотел, чтобы вы изучали историю не только своего народа, но и всех, кто населяет нашу землю. На руке 5 пальцев. Но убери хоть один, и хватка станет не так. Только вместе мы сила. И я понял, что нет больших и малых народов. Есть только один народ на земле – люди. Ведь мы с вами делаем большое и нужное дело. И кто знает, может, с вашей помощью возродится былая слава нашего университета. Шурочка, Алставина, можешь меня поздравить. Теперь я не просто профессор, но еще и секретарь Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Николенька! Один подожди. Как лекция прошла? К сожалению, было всего 3 слушателя. Но интерес к Востоку молодых есть. Нужно менять статус нашей кафедры, делать ее самостоятельной, открывать ординатуру. Вот тогда и будет постоянный состав студентов. Остается надеяться на лучшие времена. Сейчас это споларная задача. И я верю. Они наступят. Консультант, Николай! Ах да, чуть не забыла. Тебе письмо из Санкт-Петербурга. Рецензия на первый том господина Грунгришмана. Написано господином Катаном. Да, и надо заметить, написано очень грамотно.
Я бы даже сказал слишком. Вы только посмотрите, господа. Этот иноземец пишет без ошибок. Прямо как поэт. Пишет, как дышит. Рецензия больше самой работы господина Грунгришмайера. Да, господа, эта рецензия войдет в анал ученых записок не только Казанского, но всех университетов России. Думать только дикарь написал рецензию на работу самого Грунгришмайера. Вам, господин Катанов, приличнее было бы пасти овец, нежели появляться на страницах ученых записок Казанского университета. За что? Откуда у людей такая злость? Успокойся, Николика! За что? За что? Господи! Чем я перед тобой виноват? Ведь я никому не делал зла, не завидовал, не занимал чужого места. Так за что же на меня гневиться? Это же несправедливо! К черту их всех! Эти рукописи отныне ничего теперь не давать для печатания! Монастырь! Мэна! Алырни мене, алы балкан, амхайдит в щели, алымны только кедок. Ну вот, ты получил все, что хотел. А теперь, как говорится у вас, долг платежом красен. Ты зачел, Садак. Не должен я тебе ничего. Где это сказано? Бумагой, печатью, где скреплено. А находи черт час. Вот как ты заговорил. Раньше ты верил только словам, а теперь тебе печать подавают. Но за этим дело не станет. Вот тебе и печать. А за знаниями позже приду. Хатер!
Вы любопытный старик. Да, интересно. А он что-нибудь знает? О, Гёфни Мелопича, все знает. Эй, Холмджа, Тильде. Я шкуру привез. Коза? Тоқта, Холмджа. Мына Россиядан алды келген. Сенің таныс баларғатынша. Как жизнь ваша? Как ваш скот? В семье все хорошо, балабака Москва. Ну, Луджа, а я тебе заплачу за песни, за сказки. Чем была донесен? Чем заплатишь-то? Табаком, чаем и булками, нитками. Что сказывать будешь? Мен долдар. Эрлар белербек. Я сказки знаю. Песни знаю. Чай хочу. Сейчас, хорошо. Хорошо. Рожденный небом, сам подобный небу я. Бельде Каган теперь над тюрками воссел. Как слову моему внимайте до конца, вы, сыновья мои и младшая родня, народы, племена, крепящие свой эль, вы, беки и апа, что справа от меня, тарканы и чины, что слева от меня, народ таку зовут, роды и беки, все. Прислушайтесь к тому, что я вам говорю, и что скажу я вам, запомните навек. И Топтаровна Садовас, продать библиотеку. Найдахита, какую библиотеку? У меня всего пара книг и мои записи. Долг платежом красен? Или ты забыл про печать? Продай книги. Они тебе не пригодятся. Этот груз корабль твой не выдержит. Ты только всех погубишь. Прайзен чохит саларзен. Погубишь. Припоминаю.
дорогая. Прости меня, дорогая. А сколько я уже лежу? 5 дней. 5 дней? А как же экспедиция? Мы же выбиваемся из графика. Николай, если ты себя не побережешь, не только внуков, но и детей своих не убережешь. Это правда? Нет еще. Я хочу подарить тебе столько, сколько языков знаешь. Дорогая, ты самая лучшая в мире жена. Дети! У нас будут дети! Я самый счастливый человек! Черт полезет на мой хандру! Слыхали? К нам прислали нового профессора. Низенький, глаза узкие, шея короткая. Так это скоро и дикарей будут присылать-то? Интересно, а чему это он нас учить будет? Полагаю, как правильно запрягать лошадей. Прелюбопытнейший экземпляр, должен вам сказать, этот Катанов. И его самого впору изучать. На какой вот только кафедре? А может быть, биологии или зоологии? Думаете? А мне кажется, антропологии. Хотя с какой стороны посмотреть? Ведь он из мира ученых. Мне кажется, это отдельный подвид млекопитающих. Подвид умирающих малых народов. Ваше превосходительство, разрешите? Господин Катанов, Николай Петрович, мы изучили ваши материалы, впечатляет. Весьма похвально. Но И в чем же дело? видите ли, в чем дело? Вы только поймите меня правильно. Решение принимал не я один. Мы изучили ваши материалы на попечительском совете, на экспертном совете, на совете наблюдателей. Прения по вашему вопросу были подняты на общем собрании издателей, на заседании общества любителей книги. В конце концов, коллеги министерства. Это я к тому вам говорю, господин Катанов, чтобы вы понимали, насколько серьезно мы подошли к вашему делу. Были задействованы огромные человеческие ресурсы, потрачены колоссальные государственные деньги. Решение далось непросто. Поверьте, я был на вашей стороне. Но обстоятельства складываются таким образом, что... Я вас правильно понял, вы не будете печатать мою книгу. Вы неправильно меня поняли. На следующей неделе мы будем собирать специальную комиссию. Прежде чем выйдет книга на свет, ее нужно всесторонне изучить. А это требует, как вы понимаете, дополнительного времени и сил. Скажу по секрету, я уже написал прошение на дополнительное финансирование моих, ваших, наших исследований. И все это делается для вас, господа ученые, чтобы, так сказать, создать вам условия для творчества. Пишите, приносите, а
Вперед! До тех земель, где солнечный рассвет, направо до земель полдневных, а затем назад до тех земель, где солнечный закат, налево до земель полночных. Вот тот мир, где подданных моих не счесть. Все племена, народы, все собрал, сплотил, устроил я. Что не говорите, а Афанасий Васильевич, как член Государственной Думы на месте. Он нужный человек. Во всяком случае, он прислушивается к нашим нуждам. На Всероссийском земском съезде он отстаивал необходимость самоуправления в окраинах России. Прошу прощения. Я полагаю, что в нашей стране необходимы суровые, но справедливые законы. Вы как полагаете? Я не уверен, что ужесточение законов приведет к порядку. И младший норовил не так, как старший жить, и поступать не так, и управлять не так. Негоднейший Каган негодного сменял. Негодного сменял? Безумный принимал у глупого свой трон. У глупого свой трон! И те, кто доводил законы до людей, все были как один слабы и неумны. Слабы и неумны? Ну, господа, дозвольте! Жизнь настолько разнообразна, настолько непредсказуема, что на все случаи жизни не прописать его. Все беги, весь народ, не уважая власть, табгачам предались. Посул, обман и лесть табгачских ловкачей поссорили их всех. Со старшим младший жил в разоре и вражде. Со всеми все дрались, друг друга не щадя. Ведь либерализм и есть попустительство всему. Инакомыслию, вольнотом, все империи стоят на праве, на юридическом праве. Сила империи в силе его закона. Такие бы законы не были писаны, их исполняют люди. Они-то и состоят из больших людей или из мелких людишек. Как вы относитесь к господину князю Кропоткину? Ответственен ли он создать свою теорию анархии? Вы имеете в виду князя Петра Алексеевича? Ну, господа, анархия, это же все догадство. Это научение дьявола. Это... Как он может быть хорошим ученым? Да вот именно. Это конец империи, конец России. Нет, анархия. Как можно? И все же, я думаю, такой силой должна быть не сила закона, а сила веры в царя, батюшка. Вот это правильно, Николай Федорович, правильно. Нам с батюшкой царем она куда спокойнее. А лучше без царя анархия! Но на врагов народ не смог пойти войной. Не смог табгачам он в бою противостать. И подчинился вновь тому, кто был сильнее. И, подчиняясь, сказал: я больше не могу. Так много сил, трудов, да и своих детей табгачам отдавать. И надо мне себя искоренить, избыть, с
свести с лица земли. Сказавши так, народ стал гибели искать. Живер-ливерли. Николай Федорович, вам телефонограмма. Сообщается о том, что ваш ближайший сподвижник был расстрелян за пособничество вам. А также сообщается, смерть его теперь целиком на вашей совести. И сообщается, что в Барнауле скончался Николай Михайлович Ильягинцев. Никому не нужны мои знания. От них только страдают мои друзья. Глупый, тщеславный болван! Вот ты и добился своего. Хотел поставить мир, что в результате ни признания, ни славы, ни денег, ничего. Только пустота и холод на душе. Тур, тур, сыдас. Сарни сени читра сарнялбан. Идер керектерин сени читри идилбе. Көк тигрінің, қан тигрінің, күзінің сиені алғапша. Шұртың сиенің пек тұрзын. Қаны саға, күз берзін. Көк тигр саға. Қызы жақсыны берді. О, боги мои! Отец наш Небесный! Благодарю тебя! В последнее время мне все чаще снится наша степь. Мы вместе скачем, только я и ты. Шура, любимая, я тоже об этом подумал. Но не время еще. Толск, очень много работы. А нашей девочке был бы полезен воздух степной. Хазыжак сначала такие зубаты заполощу. Как же она похожа на тебя. Доченька, нужно сюда вплести косички, и тогда исполнится любое желание. Любое при любое? Любое, доченька. Только нужно в него верить, обязательно верить. Я верю, папа, верю. Но сверху небеса, а снизу мать земля. Сказали тюркам: вы не смейте погибать, да не исчезнет род, да будет жив народ. Так небо и земля их обязали быть. Именем революции все те, кто не с нами, поднимите руки. Вы приговорены к расстрелу. А, господин Каданов, вы можете опустить руку. Вы же с нами. Или вы передумали? Должок не забыл? Продай библиотеку. Зачем она тебе? Знания от них только вред. Никогда они людям не приносили счастья. Чем больше они познают, тем больше страдают. Скажи мне только честно, стал ли ты
счастливее. Стал ли жить лучше твой народ от твоих книг? Лучше себе помоги, подумай о своей семье. Счастье призрачно и обманчиво. Для одного достаточно пару золотых монет, а другому и целого мешка будет мало. Для меня счастье в том, чтобы дарить знания другим. И я верю, наступит такое время, когда люди будут говорить на одном языке. Языки, обряды, религию придумали боги, чтобы нас разъединить. Но не для того, чтобы мы враждовали, а для того, чтобы научились понимать друг друга. Знания помогут нам это понять, что мы один народ. Но ты прячешься за слова. Гордыня твой грех. Не унесешь ты эти знания с собой, только всех погубишь. Твой корабль не выдержит всех. Именем революции! Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Пиф-паф, ой-ой, умирает зайчик мой. Сегодня на коне, а завтра на земле. Все переменчиво в этом мире. Смотри, потом не пожалей. Именем... Ну, как съездилось-то? Все успел, что намечал? Да, все хорошо. Главное, со нашим встретиться. Народу собралось, прямо как на той. А как там Елизавета Варфоломеевна? Не болеет? Именем революции! Да нет, все по-новому хлопочет. Постарел уже. Надо думать сильно. Сильно. Все о тебе беспокоится. Память стала сдавать. Забудется, потом опять о тебе спрашивает. А что ты ей обо мне рассказывал? Ну что, мол, все хорошо. Именем революции! Ой, Николенька, не все хорошо. Шурочка, что-то случилось. Именем революции! Я не могу больше так жить. Такое ощущение, что я все время одна да одна, даже когда ты дома. Понимаешь, Николай, в последнее время у нас нет семьи. Ты вечно на работе, то лекции, то комиссии эти твои вечные, домой придешь опять, то вычетки, то переводы. Аня уже подрастает. Она же чувствует, что что-то не так. Ну, ты на позы, на Кристианушку, так надо же сахар ходила на подачу Кирка. Вдохни, Николенька, надо же что-то делать. Нужно что-то менять. Шурочка, Шурочка, что я могу? Что я могу? Хоть наизнанку вывернусь, ничего я не смогу изменить. Именем революции! Что вы можете? Ничего не можете! Вы теме прошлого, а жизнь идет вперед! Прочь! Прочь от меня! Всю свою жизнь я ждал чего-то. Ждал какого-то чудо-события, которое изменит жизнь. Я сдаюсь. Я стану как все. Все делать за деньги, за вознаграждение. Ну вот, ты на земле, а я на коне. Все переменчиво в этом мире. Но главное, ты стал другим.
В тот день они сидели последний раз вместе. И сказал он: один из вас предаст меня. Господин Катанов, Да, чем обязан? по распоряжению департамента и лично самого... Вас назначают цензором. Очень сильно желаем. Вот вам и дали новую должность. Цензура! Она словно дура. Сперва распоряжается, потом кается, много читает, мало что понимает. Что-то тонкое и деликатное. Думаю, что вам эта должность ведется по вкусу. Да, должность, надо сказать, весьма щекотливая, но чрезвычайно прелюбопытная. Вот вам, господин Катанов, и первое задание. Прочтите вот эти книги и поставьте вашу роспись вот здесь и вот здесь. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. И еще вот тут. Вот здесь, да и вот и здесь. Забыли вот здесь поставить закорючку. О, я вижу, вы весь в работе. Не буду вам мешать. Ах, да, чуть не забыла. Здесь тоже поставьте печать, что не возражаете. Или даже можно так: возражаю и считаю данную работу недостаточно убедительной. Цензору, инородцу, иноземцу, Однако, почему вы отказали моей работе? Что вам где не нравится? И мою работу вы несправедливо запретили. Ну что считаете, раз вы стали цензором? Вам все можно. Я буду жаловаться. Почему вы запретили мою книгу? Я буду жаловаться. Вы только посмотрите на этого иноземца. Он должен решать, что нам печатать, а что нет. Если так дело и дальше пойдет, то он будет давать нам советы, что читать, что есть, что пить. Вы как хотите. А я напишу жалобу. Поддерживаю предыдущего оппонента. Жалобу! Жалобу! Плевал я на твою жалобу с высокой колокольни. Господа! Он плюнул ему в лицо! Фу! Господа, он плюнул ему в лицо! Как вы Смею, еще как смею. Вы сперва, голубчик, писать бы научились. Что? Этот иноземец будет учить нас грамоте? Буду, не смею. Имею на то полное право. А вот лично вашу галиматью никогда не допущу. Что? Галиматья! Галиматья и убожество. Вы даже не представляете, какое жалкое зрелище вы представляете. С каким превеликим удовольствием я всех вас послал бы к черту. И вот он среди вас, я бы его вместе с вами послал куда подальше. Жалкие, никчемные людишки. Вам бы только до носа писать, да и то ведь не сможете. С ошибками напишите. Фонова! Хватит! Мне это все надоело. Господа, да что же это такое получается? Мы все оплеваны?
Ах, как я устал от этой глупой работы. Я понимаю тебя, но это все-таки должность, и там уже неплохо оплачивается. Я чувствую себя Иуда. Представь себе, я должен писать рецензии и запрещать работы тех, кто мне близок и дорог. Я должен писать против своих коллег. Зря ты себя так мучаешь, ведь не ты выбрал эту должность, тебя назначили. Совесть твоя чиста. По крайней мере, перед самим собой. Поверь в себя и в свои силы, и все образуется. Киртынгура, ты сцена. Раннего и нас хвалится. Нет, Шурочка, совесть моя уже давно не чиста. Это ведь по моей вине расстреляли моего проводника. А сколько прекрасных книг не увидят читатели, только потому, что я написал на них печать. Но не это меня волнует и тревожит, а неизвестность, куда мы все катимся. Недавно я узнал, что мои близкие друзья написали один на меня донос, они предали меня, слышишь? Предали! А ты говоришь о вере. Я уже давно разумеется во всем. Как мне дальше жить, Шура? Как мне дальше жить? Как мне дальше жить? Листья на дереве вновь станут зелеными, и каждый раз будут новыми, но ствол дерева все тот же. Дух твой прошел свой путь, ты с честью выдержал это испытание. О, великое вечно синее небо! О, богиня наша Умай! Он возвращается. Примите его, ибо он сын неба, сын Хонкорая. Господи Иисусе на небеси, как наш небесный худай, белая волчица! Помогите ему, сыну неба, рабу Божьему Николаю, простите грехи, душу его успокойте. Прочь уходите с ней, силы, не тревожьте нас. Дайте нам силу дальше жить, Господи Иисусе на небеси! Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Приятеленький молчок и ухватит за бочок. Шура, а ты мне не сказала про свое заветное желание. Хитренький какой. Во-первых, мне можно не говорить, потому что я первая спросила. И я девочка. А во-вторых, оно не исполнится, если его произнести вслух. Ну так же нечестно. Я же тебе сказал про свое. Чего расшумелись? Ух, какие мерзкие детишки! Ну, я вас сейчас всех... Давно хотел спросить тебя, Шурочка, сбылась твоя мечта? Ты о чем? Николенька? Какая мечта? Но это заветное желание. Ты мне сказала, что если его произнести вслух, то оно не исполнится. Заветное желание. Да, оно исполнилось. Хорошо. И что же ты загадала? Быть с тобой всегда, до самого конца наших дней. Ну что ты, Шурочка? Ты иди. Я поработаю, тут надо кое-что. Да-да, конечно. Николенька, а твое заветное желание исполнилось? Да, Шурочка. Конечно же, оно исполнилось. Но ты иди.
При исследовании быта той или иной народности не должны быть упускаемы из виду дети, игры и слова. Аз, буки, веди, глаголица, аз, буки, веди, аз. Ну, говорила же продать. А так, все даром досталось. Ну и глуп же ты, человек. Миром правит глупость. Умным здесь не место. Тили-тили-тили-бом. Бог покинул этот дом. До свидания, друг мой. Бом. Алтай мой, Алтай! Çal çelimde çülerimde çögöt bögön Altayım. Kündülü bura, üstüm şeydim amzap ezer. Min Altay'dan. Kilegenin üstünde oyrot dep albatı var biçip koyur onu. Biz bu üstün koşamızdı koşamdızız. O üstün ül üstü süzsez. Arşan suda ansızız. Çaktan çaka çöreriz. Köptelerinin alnında. Bizden kalmış ne etiniz? Biz başka ortak. Yazma etiniz. Bu dilde söyleştik kalın. Hürmetli, bizning eşemelepli iş. Yazıgız var, şundu millet tatarlar. Balalar tuğun silen bilsen. Ora, asıl bir giymişliklerimdi. Yirgi burulmuşun, ongoruyu döli. Haydi gümşarım şahusbin. Haydi tasıllar arinin akısça. Haydi ağrı giysiliğine sudaça. Şurdapşa, aşıkşarım. Kınamalın işon. Kalabalalar, dillerin, ondayların, kibirlerin unduvazın. Olşun bozun, kadırtıp adança. Алджибол, Антигона Молда, добро пожаловать, сын неба. Народы, что ты воспевал, языки, что ты изучал, песни, что записал, все это будет воспето в века. Силой могучего духа рожденный, имя твое да будет у всех на устах.
Ну что, Порох, сын Хызыл, не передумал еще?